Селям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і в різних країнах світу. І ми намагаємося інформувати вас з усіх боків, знайомити з експертами, які дійсно розуміються на тому, про що говорять. І один з таких людей це людина, яка живе в Празі, але завжди охоче коментує для українських ЗМІ своє бачення нашої війни. Цю людину ви дійсно знаєте давно, я це зайве представляти. Пан Юрій Федоров. Пане Юрію, добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ніколи вас не питав, а як там у Празі, як ставляться до України? Чи багато українських прапорів? Багато ви бачите українських людей, волонтерських рухів на підтримку України? Як влада, ми знаємо, що після Земана прийшов Петр Павел, натівський генерал, і взагалі такий, антиросійська людина. А в принципі, атмосфера в Чехії як вам? Вы знаете, в принципе, атмосфера в Чехии достаточно благоприятна по отношению к Украине, к беженцам, которые оказались в Чехии, и официальная линия на помощь этим людям. Хотя я должен сказать, что в последнее время, к сожалению, несколько сокращается, я бы сказал, количество бесплатных разного рода услуг, которые были предоставлены, там, связанные с транспортом, связанные с оплатой жилья, ну и так далее. Что, в общем, было в первый год войны было совершенно распространено. Сейчас несколько сокращается. Проблема заключается в том, если говорить о проблемах, то проблема заключается в том, что почти 400 тысяч человек, граждан Украины, которые оказались не по своей воле, и, понятно, в Чехии, это достаточно много по отношению к местному населению. Это, в общем, я бы не сказал, что это создает проблемы, но это создает нагрузку на общественные бюджеты, в том числе муниципальные и так далее. Так что проблемы есть. Но я бы сказал так, когда прибывший из Украины устраивается на работу, проблем, в общем, нет. Проблемы возникли, я бы, да, и очень благоприятное отношение населения, в общем, тут нет вопросов. Вопросы возникают тогда, когда люди либо не могут, либо не хотят устраиваться на работу. Такое бывает. Чаще всего, конечно, не могут, просто потому что нет языка, нет, не всегда есть, скажем так, понимание жизни, правил как писанных, так и неписанных. Но это естественная позиция, это естественная ситуация с любыми иностранцами, живущими в любой чужой стране. Такие же проблемы приходилось преодолевать и нам с женой, когда А мы скажіть, да, от про вас ездили. хочу спросить, а ви чеську мову опанували? А ви владієте, говорите свободно по-чешски? М, Скажем так, жена говорит абсолютно свободно и говорит, и пишет. У меня есть проблемы с иностранными языками вообще. Тут, поэтому, нет, я понимаю любого текста достаточно свободно, газеты. У меня вообще проблемы со слухом и есть, если это кого может заинтересовать, мои Но я проблемы. про то, что, в принципе, я думаю, что, вы украинскую мову не знаете, но, в принципе, я думаю, что украинцу любой славянский язык, он, как и польская, польская может быть ближе всех, там, кроме белорусской, и, в принципе, чешскую, через какое-то время украиномовный человек начинает говорить по-чешски, я думаю, что там по-словацки. Да, да, укра... мова, да, конечно, украинская мова очень близка, особенно если речь идет не о суржике, а о,
сказать, Ну да. настоящем языке, я бы сказал. Очень много, гораздо больше общего, чем, скажем, у чешского с русским. Там ну, масса различий, причем таких системных различий, я бы сказал. А вот, да, у украинцев, конечно, гораздо легче Ну и вообще, вот владеть. спасибо, что вы рассказали. Я думаю, что то, что льготы сокращают, это вполне нормально, и все понимают, потому что было время адаптации, время найти работу. Я думаю, что тем, кто действительно нуждается, но не может там жить с несколькими детьми или там инвалид, им и власти помогают, но помогать абсолютно всем совершенно не обязательно. И наши люди, вот я просто знаю, ну, по крайней мере, по Польше и там Эстонии и Литве устраиваются на работу, работают нормально, и, в общем, и себя обеспечивают, и экономике не вредят, мягко говоря. И, в общем, в целом украинцы легко адаптируются в любых странах, они не качают права, они не высказывают своих там недовольств местными жителями и как-то более легко адаптируются к европейской жизни. И вот, мне кажется, в принципе, все нормально. Вот. Да, и вот многие мои знакомые, да и сам я это замечал, очень большая разница между так называемой новой русской миграцией и беженцами из Украины. Действительно, русская миграция, знаете, не хочет, ну, в подавляющем большинстве, не может и не хочет работать. О, это Гораздо. ключевой момент. Спасибо, что вы это мое наблюдение подтвердили. Я даже вас про это не спрашивал, но у меня стойкое Нет, ощущение. это абсолютно так. Да, разговаривать, да, обсуждать судьбу России, да, жаловаться на собственную жизнь, на то, что возникают проблемы, ну, очевидные проблемы, которые, кстати, существовали и раньше. Если у вас нет, понимаете, адреса, вы не можете открыть счет в банке, ну и так далее. Мгм. Это нормальная ситуация для любого эмигранта, ну или для любого приезжего. А вот, скажем, как бы это сказать, но все это воспринимается русскими как посягательство на их права, как желание уязвить. Нет, такого, в общем, в Чехии я такого не видел, чтобы вот сознательно кого-то гнобили. Но, повторяю, вот отсутствие такого, как бы сказать, а, подхода или подхода наибольшего благоприятствования по отношению к русским. Нет, этого нету, но это нормально. Но это воспринимается как дискриминация. Ну, так вот, Ну так да, я вот устроена честно, русская я вот не могу интеллигенция. вспомнить ни одного россиянина, который бы за границей работал. Ну, по крайней мере, из тех, кто является публичными там какими-то или более-менее известными и так далее. Они ноют. Вот нытье это какая-то черта общего характера этих людей. Ну, бог с ними. Мы с вами, в общем, собрались поговорить про оружие, про армию и про войну. Вот. Ну, давайте, Да. давайте. Значит, саммита НАТО прошло уже достаточно времени, поэтому я бы хотел, чтобы вы рассказали свои первые впечатления о том, что произошло. И вот сейчас, потому что после саммита еще были какие-то новости серьезные, да. Ну и вот ваш обзор в целом, как украинцам, потому что у нас тоже, знаете, русские работают, пропагандисты, постоянно сеют зраду, что нас там все кинули, бросили, что там все, конец всему и так далее. Вот как это выглядит вашими глазами человека, который абсолютно спокойно за этим наблюдает не из Украины и не из понятно откуда. Вот. Нет, я должен сказать, что, видимо, были некие завышенные ожидания, причем не политического руководства страны, я имею в виду Украину, скорее общественного мнения в руководстве, и об этом говорил президент Зеленский. В общем, было понятно, что принять Украину в НАТО в нынешних условиях не будут принимать. Другой вопрос, а важно ли это вот сейчас? Нет, на мой взгляд, этот вопрос может приобрести практическую значимость и остроту
тогда, когда будет победа. Вот тогда этот вопрос может стать непосредственно прямо и жестко. А сейчас важнее получить оружие в достаточном количестве для того, чтобы одержать эту самую победу. Вот в этом, мне кажется, очень важный момент. Об этом говорил и Владимир Александрович Зеленский неоднократно, и некоторые другие руководители страны. Мне это кажется правильным, поэтому при этом, если говорить о практических результатах саммита, будь то в политической области, будь то в области военной поддержки, мне кажется, что тут есть о чем говорить, можно говорить о серьезных достижениях, потому что в документах саммита была четко, и в документах группы семи была четко выражена политическая поддержка Украины, и никаких колебаний, строго говоря, в политике Запада по вопросам ключевым для Украины, вопросам я не заметил. Разговоры о том, что Киеву выкручивают руки и заставляют идти на переговоры с Россией, не на позициях, приемлемых для Украины. Я хотел бы просто вот я не могу найти оснований для этого. Да, если говорить о публикациях в западной прессе, в американской прессе, да, такие статьи появляются. И есть такая позиция, но это не позиция власти, не позиция администрации Соединенных Штатов. Более того, я думаю, что позиция администрации Соединенных Штатов заключается в том, чтобы до выборов, президентских выборов в США, они будут в ноябре будущего года, но уже вот примерно в течение года добиться существенных успехов в Украине, точнее добиться того, чтобы Украина одержала существенные успехи. В противном случае, причем это не связано с симпатиями к Украине или антипатиями, нет, это сугубо прагматический расчет, связанный с тем, что если администрация Соединенных Штатов не поможет Украине, нынешняя администрация не поможет Украине добиться победы, достаточно серьезных успехов, но тогда республиканцы зададут вопрос, а что, собственно, добилась администрация Байдена на протяжении всей своей работы. Сначала провал в Афганистане, затем, ну, мягко говоря, отсутствие успеха в Украине. Это будет тяжелейшим ударом по демократам. Я думаю, что эти соображения и, соответственно, вытекающие из них расчеты времени, когда, в какой момент лучше будет наиболее целесообразно для Вашингтона оказать вот эту самую решающую поддержку Украине, ну, это связано как раз с предвыборными расчетами уже. Но да, там же еще, Юрий, там же еще в следующий саммит НАТО в Вашингтоне. И я, если бы я знал это просто не знал, до саммита в Вильнюсе, я бы подумал, что, конечно, все решения по Украине, ну, ключевые, но я не говорю, там обязательно возьмут в Вашингтоне там через год, да, но они будут приниматься, конечно, в Вашингтоне президентом, которому останется, ну, полгода до выборов, да, собственных. Естественно, поэтому именно на этом саммите можно ожидать каких-то серьезных решений со стороны Соединенных Штатов, потому что, хорошо, лето, выборы в ноябре, 4, нет, 7 ноября, по-моему, соответственно, публика не должна забыть Ну о да. том, что произошло. А если бы это было здесь, вот в Вильнюсе, ну, могли бы и позабыть, а там мало ли какие еще события могут произойти. Так что просто мне кажется, что нужно достаточно спокойно относиться вот к этим вещам, к этим моментам,
насколько я могу судить по публикациям в прессе в Украине, по выступлениям политических деятелей, я стараюсь следить, журналистов и так далее, в общем, они вызывают вопросы. Но я думаю, что это скорее психология. А вот теперь, что касается других моментов, связанных с саммитом, первое – это совершенно четкое заявление о том, что Россия – это прямая и непосредственная угроза, угроза номер один для западного мира, для, ну и для группы семи, кстати говоря, включая Японию. Значит, это первое. Соответственно, планы войны, планы военных действий на случай войны с Россией, так называемые региональные планы, то есть это не только общий какой-то абрис, но и расписание того, как будут действовать вооруженные силы НАТО в различных регионах, от Арктики до Восточного Средиземноморья. Это принципиальное событие, потому что до этого, после 1991 года и вот до 2023 таких планов не было у НАТО. И, соответственно, планы строительства вооруженных сил НАТО в течение нескольких лет, количество, численность сил быстрого, ну, они по-разному называются, ну, в общем, высокой боеготовности и быстрого развертывания должно быть доведено до 300 тысяч. Вот, ну, что это говорит само за себя. Но если, Юрий, если немцы собираются создавать какие-то огромные дивизии, да, по 20 тысяч там какие-то соединения, которые вообще к войне не готовились, ну, Путин молодец в этом плане, он посприяв подразделению Европы и, да. Ну да, как шутники говорят, нужно в Брюсселе перед зданием штаб-квартиры поставить памятник Путину. Значит, он возродил НАТО к жизни. Хочу вот о Все чем очень поговорить сейчас, интересно. прямо об актуальном, да. Но начнем с кассетных боеприпасов. Конечно, все тут, ну, Путин начал врать, что мы никогда их не использовали. Вот, значит, никто ему, понятно, не верит. Это все чушь собачья. Мы все видели и знаем, что они использовали их с самого начала нападения тотального на Украину. Значит, а дальше с некоторые, ну, люди, не люди, страны, которые подписали конвенцию о запрете этих боеприпасов, были против, в том числе и Британия, по-моему, Франция и Германия, но они как бы позицию своих стран высказали, да, что они в принципе против кассетных боеприпасов. Тем не менее, Байден передал, это личное решение, без президента такое не принимается. И вот генерал Сырский в интервью сказал, що вони вже буквально днями будуть готові до використання. Цитата генерала Сирського. Давайте просто для нас, простих, пересічних, невійськових, що це таке, что это такое кассетные боеприпасы, чем они отличаются один кассетный боеприпас от одного обычного эквивалентного, да, по размерам, по заряду и так далее, ну, по мощности. И почему они запрещены? Ну ладно, это более-менее понятно, там разлетаются, могут не взорваться части какие-то, да. Вот. Почему именно сейчас, именно кассетные боеприпасы Америка, вопреки мнению стран, подписавших конвенцию, включая своих союзников, предоставила Украине, и сама при этом, я подчеркиваю, ничего не нарушив, потому что ни Украина, ни США, ни, прости меня, Господи, Россия, то есть все участники там в той или иной степени этой войны, основные, да, они не подписывали эту конвенцию, то есть США ничего не нарушили, и мы ничего не нарушили. И, в общем, такая вот история, как бы русские это используют, не стесняясь. И вот теперь у нас, что за ситуация с кассетными вооружениями? Ну, первое, во-первых, есть такая организация Human Rights Watch. Я ее не очень люблю. Это организация такая пацифистская, которая предпочитает сидеть на двух стульях. Я имею в виду в том числе и ситуацию войны в Украине. Но, тем не менее, летом прошлого года они выпустили доклад, который потом распространялся в ООН, о том, что Россия, там было зафиксировано сотни случаев использования Россией кассетных боеприпасов в Украине, в том числе против мирных, ну, против невоенных объектов, которые привели к гибели гражданского населения.
Так что тут Путин, ну, как всегда, соврал. Хотя странно было бы, если бы он сказал правду. Такого Да. не замечалось давно уже. Теперь в чем смысл кассетного боеприпаса? Кассетный боеприпас – это некий, как бы сказать, ну, канистра, ну, сосуд, да, выполненный в форме авиабомбы или артиллерийского снаряда или боеголовки ракетной, в котором находится небольшое количество взрывчатого вещества и так называемые суббоеприпасы. Суббоеприпасы – это либо, ну, они по-разному выполняются, их по-разному, значит, они выполнены, но это либо цилиндрики такие небольшие, которые загоняются в артиллерийские снаряды, там как такая трубочка из этих цилиндриков или как палка из этих цилиндриков такая составляется, их несколько таких палок, либо в виде шарообразных таких предметов, ну, нечто среднее между по величине между теннисным мячиком и мячиком для пинг-понга. Все это начинено взрывчаткой. Момент, когда происходит подрыв вот, взрывчатого вещества в этом боеприпасе, эти суббоеприпасы разлетаются на большую площадь и взрываются, ну, например, от соприкосновения с землей. Теперь, значит, что касается их эффекта. Эффект усиливается, боевой эффект усиливается раз в 10-15, а то и больше, в зависимости от того, сколько боеприпасов, вот этих суббоеприпасов находится в этом контейнере. Но в артиллерийском снаряде их обычно крупного калибра, это обычно 72 штуки. В авиабомбе их может быть там несколько сот. Ну и радиус поражения может составлять, зоны поражения может составлять там 250-300 метров. Если, ну, просто их разбрасывает в Ну, разные понятно, ага. стороны, значит, теперь, да, а тогда как у артиллерийского снаряда, ну, радиус поражения, зона поражения может быть там в зависимости от того, куда он попал, 10, 15, 20 метров. Ну, то есть, значит, площадь поражения увеличивается пропорционально квадрату радиуса, как мы знаем. Значит, ну, грубо говоря, вот, может быть, футбольное поле может быть примерно образцом того, что такое кассетный боеприпас. Вот несколько таких кассетных боеприпасов могут уничтожить все живое на футбольном поле. Мгм. Для чего они нужны Украине? Украине они нужны для того, чтобы нивелировать преимущество России в живой силе. Если вот по последним сообщениям Ганны Малер, Россия сосредоточила на севере, ну, в Луганской области, на северо-восточной части фронта около 100 тысяч человек. Ну, значит, это серьезное превосходство над войсками ВСУ в том же районе. Ну, вот использование кассетников может нивелировать вот это превосходство просто потому, что одним Ну и снарядом. превосходство, в том числе в артиллерийских снарядах, которые остаются, да, в артиллерии. Ну, если да, если это, значит, несколько таких шариков попадут в пушку или там в ящик со снарядом, но, значит, эффект усиливается. Не, я к тому, что все равно, вот как бы, сколько бы ни поставляли нам оружие, все равно количественно они накрывают большим количеством снарядов, обычных там и разных до сих пор. Но что касается, кстати говоря, 100-тысячной группировки,
пояснения были уже вот от Генерального штаба, что значит, эта группировка сосредоточена где-то на участке фронта где-то длиной 120 километров, но все равно это большая насыщенность. Это в среднем тысяча русских террористов на километр, да, это много. Конечно. Да, это Но много. это вот от Рубежного, как я понимаю, от Рубежного до, да, на севере, до Дворичной, вот так. Вот там как раз порядка 100 километров. Но скажите, а зачем, что они хотят добиться? Они хотят какую-то победу показать фюреру, да? Вот с военной точки зрения, чего они добиваются? Первое, чего они добиваются, это отвлечение, точнее, заставить командование ВСУ перебросить вот в Луганскую область или в Харьковскую область, значит, в район от Купинска Мгм. до ну, где-то до Лимана, да, вот в этом пространстве, перебросить туда резервы, подготовленные ВСУ для наступления. Такие резервы, видимо, где-то порядка 9, ну, обычно называют цифру 9 бригада, ВСУ плюс несколько бригад территориальной, они называются штурмовые бригады территориальной обороны, но вот они находятся в резерве. И русских крайне беспокоит то обстоятельство, что они не знают, где и когда эти резервы будут брошены в бой. Вот вся специфика нынешней ситуации на фронте заключается как раз в том, что у ВСУ есть такие резервы, и если они будут использованы на сравнительно узком участке фронта, ну, тогда есть большая вероятность того, что они могут пройти вглубь оперативного тыла противника, прорвать оборону, вот те самые многочисленные линии обороны и выйти в оперативный тыл русских. Ну, соответственно, там можно уже значит, фантазировать, что они будут делать. А могут наделать много интересных вещей. Так что вот это вот беспокоит, очень беспокоит российский Генштаб. И одна из задач наступления в Луганской области заключается в том, чтобы перетащить туда, вынудить ВСУ, перебросить туда резервы. Если, ну и в случае, если там будет одержан успех, пока никаких крупных заметных продвижений вперед не было, значит, но если таковые будут, ну, значит, попробовать. Причем главное, это сила сосредоточена на Лиманском направлении, из Подрубежного на Лиман. Но вот если там русские рассчитывают занять Лиман, дальше могут поворачивать на юг к Славянску, пытаться окружить ту часть группировки ВСУ, которая действует вот на севере неоккупированные части Донецкой области и так далее. Но тут можно, значит, просто вот посмотреть на карту и понять, вот как выход к Лиману могут дальше разворачиваться события. Таковы замыслы русских, ну, готовы, смогут они их реализовать или нет, у меня большие сомнения. А скажите, вот как вы смотрите на эту историю с русскими генералами, которых, ну, по крайней мере, конечно, нам с вами не докладывает никто, но по разным утечкам там очень много генералов, там и командующих, и полковников и так далее отстранили после там этого типа заговора Пригожина и так далее. Вот как, если вот попросить вас проанализировать российскую армию террористическую, как это на них сказывается, на моральном духе командиров, на их профессиональности их действий. Это удар действительно по армии Путин наносит? Или что это? Или наоборот он хочет там продвинуть каких-то новых командиров и усилить армию, особенно в условиях, когда там вот этих отморозков Пригожина вроде как уже в таком количестве нет, и в мясные штурмы так вот бросать вряд ли кого-то еще получится, как их, да? Вот на каком этапе трансформации или там не знаю чего находится сейчас армия страны-агрессора? Давайте так, на вот командование, ну, скажем, ну, прежде всего, высшее командование, оно погружено в дрязги и разборки друг с другом, различные группировки, причем
ходят, ну, точно же никто не знает, но Мгм. слухи, которые ходят и которые отражаются, соответственно, в разного рода публикациях, они выглядят следующим образом. И я считаю, они вполне правдоподобны. Значит, есть группировка Шойгу, есть группировка Герасимова, они находятся в сложных отношениях друг с другом, но не всегда конфликтных. Есть группировки, которые требуют отставки Шойгу и отставки Герасимова, причем требуют, в том числе обвиняя последних в некомпетентности, глупости и неспособности руководить войсками так, чтобы войска действовали более или менее эффективно. Тут уже начинается некая профессиональная, так сказать. Так, а может быть сейчас, извините, я уточню, Юрий, может сейчас вот эти попытки изменить характер войны, там, перехватить инициативу, они связаны с тем, что Шойгу и Герасимов хотят выслужиться перед фюрером и сказать, что мы еще там способны и без Вагнера, и вот мы такие, зря на нас в бочку катят? Ну, в том числе и так, просто потому что одним из требований Пригожина, и как пишут, ну, говорят, я не знаю, но как пишут, Путин во время вот этой встречи и заключения каких-то договоренностей с Пригожиным, которые потом были подтверждены на встрече с его, ну, с командирами этой группировки, значит, заключается в том, что Шойгу и Герасимов должны быть уволены. Мгм. Причем ну, Пригожин требовал, значит, публично повесить Шойгу на Красной площади, что, в принципе, неплохая идея с моей точки зрения. Но бог с ним. Значит, да, ну, понятно, что Шойгу, в свою очередь, добивается репрессий против тех членов высшего командования, которых, ну, высшего и, так сказать, среднего, которых он подозревает в оппозиции к себе лично, обвиняя их в том, что они поддерживали или поддерживают Пригожина. Пригожина он, значит, обвиняет, ну, в данном случае он тоже прав, он обвиняет в мятеже. Вот они друг друга, значит, обвиняют. Причем и тот, и другой правы, потому что Шойгу и Герасимов, кстати, тоже, они никуда не годные полководцы. Ну, не Наполеоны уж точно. А Пригожин совершенно точно это мятежник. Бандит, негодяй, ну, с точки зрения российского начальства, он мятежник. Ну, как ни крути. Да, он поднял вооруженный бунт, двигался на Москву. Что же делают с такими людьми в приличных странах? Их сажают в тюрьму или расстреливают там около стенки. Нельзя в воюющей стране, значит, двигаться вооруженным маршем на столицу. Так вот, Путин ни того, ни другого не делает. Он пытается выплыть как-то из вот этой ситуации, когда расползается в разные стороны вся система управления войсками, начиная с высшего уровня, начиная с Генштаба и Министерства обороны. Он пытается каким-то образом удержаться у власти. Говорят, что он сильно напуган мятежом. И главное, не только мятежом, главное тем, что определенная часть армейского командования и в том числе и среднего офицерства, ну, скажем так, майоры, полковники, подполковники, они, в общем, с одной стороны, они симпатизируют Пригожину, отказались выполнять команды по подавлению мятежа. Говорят о том, что там от нескольких сот до нескольких тысяч российских военных, в общем, в Ростовской области перешли на сторону Пригожина вот 23-24 сентября. В общем, все это Путина страшно напугало. Вот он маневрирует в свойственной ему манере, пытаясь стравливать различные группировки, в данном случае уже в армии, с тем, чтобы эти группировки не объединились и не скинули его. Но вообще, Юрий, как это может повлиять на управляемость армии? Вообще странная ситуация. Я вот, знаете, чего я меньше всего ожидал именно в этот момент, ну то есть до решающего поражения, да, что они начнут эти разборки между собой до того еще. То есть вот
Удастся Путину сплотить армию без и там вокруг себя там каких-то генералов и так далее оставшихся, без репрессий? Потому что, насколько понимаем, расстреливать он никого не собирается. Он не того стиля мафиози, в общем. Нет, я не думаю. Я думаю, что вот все то, что происходит, а происходит, по крайней мере, пока эта ситуация развивается по восходящей. Ну, смотрите, мятеж Пригожина, отказ определенной части команды офицерского корпуса и генералитета выступить и подавить этот мятеж. Затем арест Суровикина и угроза ареста. Ну, видимо, все-таки Суровикин где-то находится под охраной. Угроза ареста командующего ВДВ Теплинского, которого считают близким к Пригожину, ну или симпатизантом Пригожина. А теперь дальше. Вот это безумное выступление командующего 58-й армией генерала Попова. Он же, ну, я не представляю себе в любой нормальной армии, когда высокопоставленный генерал обвиняет высшее командование в том, что он действует подло и предательски. Либо нужно тогда подавать в отставку, либо застрелиться, либо, значит, добиваться какой-то встречи с высшим, там, с верховным главнокомандующим. Ничего этого нет. Он просто публично записал такое обращение к солдатам своей армии, где он их называет своими гладиаторами, а себя называет Спартаком. Но Спартак – это вождь мятежников, да, вождь восставших. Тут невольно Ну, тут еще надо напрашивается. напомнить, Юрик, что такое 58-я армия. Эта армия, по-моему, это они базировались когда-то в Моздоке, они зверствовали в Чечне. Это вот одна из самых таких, ну, кровавых, опытных частей таких российских. Я прав? Правильно совершенно. Да, правильно, потому что, и, кстати говоря, там командующий, среди командующих этой армией был и Герасимов в свое время, Мгм. командовал этой армией, потом командовал этой армией Гурулев, который как раз и опубликовал вот это обращение Попова. Это армия, которая воевала в Чечне, собственно, она же и воевала в основном. Ну да. Значит, Скажите, я хочу продолжить чуть про вагнеровцев. Странные телодвижения, там самолет этого Пригожина туда-сюда летает. Ну, мы уже не будем обсуждать встречу с Путиным. Это вообще какой-то сюр из Ильфа и Петрова, если бы это не было так вообще все грустно на теме войны, но разговоры, споры, командиры возражали, этот возражал. Это вообще какой-то для, как говорят, диктатуры, это вообще что-то немыслимое, да, какая диктатура в таком вот виде. Но окей. Давайте по фактам. Вот он летает в Беларусь, летает в Россию абсолютно беспрепятственно. Колонны вагнеровцев идут в Беларусь. И тут просто аналитика военная, ну разная, от манипулятивной русской до абсолютно там западной, говорит, что есть несколько вариантов. Там поход на Киев вагнеровцев, ну отчаянный такой, да, вот, ну как бы понятно, да, такие вот движение типа, значит, генеральный прорыв, там мы сейчас там все сделаем, да, кто кроме нас и так далее. Так, кроме того, есть сценарий прорыва, там на телевидении или где-то выступил их какой-то там представитель, по-моему, депутат или какой-то эксперт, депутат, по-моему, этой Госдуры, и ну, там сказал, что мы Холод, да. должны, да, коридор должны пробить, вот этот, я забываю все время его название, который идет через Литву в Калининградскую, так называемую, область, да, вот, то есть, может быть, их туда готовят. И третью версию я слышал. Они должны использовать ядерное оружие от имени типа, ну как вот зеленых человечков, ведь у нас теперь новая версия, что вагнеровцев не существует, как Путин сказал, то раньше были, потом их государство содержало, а теперь их не существовало никогда. И вот типа их руками таких вот террористов, типа это не мы, это вот кто-то, инициативные граждане вот в военторге купили себе где-то ядерную бомбу и что-то там устроили какую-то диверсию. Ну, просто так я не думаю, что их будут куда-то передислоцировать. Вот какие, на ваш взгляд, Юрий, наиболее вероятные сценарии их использования фюрером там, или командованием, или, не знаю, спецслужбами российскими на территории Беларуси или с территории Беларуси в раз других направлениях?
Для того, чтобы вагнеровцы представляли какую-то опасность для Украины или для Литвы и Польши, если говорить о Сувалском коридоре, вот это вот, который вы упомянули, значит, эти вагнеровцы должны обладать тяжелым вооружением, Мгм. танками, артиллерией, там, и прочим, и прочим. Без этого просто, значит, толпа людей, вооруженных автоматами, а вроде бы они переезжают туда без оружия, значит, толпа людей, вооруженных автоматами для вооруженных сил Украины, для армии Литвы, для войска польского, это, ну, справиться с ними за несколько Ну, то есть, часов. смотрите, то есть так просто, как до Москвы доехать, у них не получится там. Ну, куда получится? Сколько их там? Говорят, что лагеря, построенные в Беларуси, рассчитаны на 8 тысяч человек. Ну, предположим. Значит, войско польское – это 130 тысяч. 20 тысяч – это армия Литвы, вооруженные силы Литвы. Сколько находится войск вооруженных сил Украины на северной границе, я не знаю, но думаю, достаточно для того, чтобы справиться с этими вагнеровцами. Э, Так что до тех пор, пока они не будут оснащены тяжелым вооружением, это вообще разговаривать об их какой-то угрозе, которую они создают, на мой взгляд, оснований нет. Это раз. Во-вторых, наибольшую угрозу они создают для Александра Григорьевича Лукашенко, М. потому что это не совсем подконтрольная ему сила, по численности примерно такая или больше, в зависимости от того, сколько переедет туда, чем больше, чем сухопутные силы Республики Беларусь. Если эта группировка получит тяжелое вооружение, она будет по мощности, по боеспособности, по боевому опыту превосходить армию Беларуси. И кто будет хозяином в этой стране тогда? Лукашенко или Пригожин, у которого такая же, ну, столько же людей под ружьем, сколько у Лукашенко. Но Ну, только они воевать умеют, в отличие от людей они Лукашенко. умеют воевать, да. Да, у Лукашенко там много полицейских, много этих людей из КГБ, но они же не умеют воевать. А остановить, то есть вообще марш вагнеровцев на Минск мне представляется гораздо более вероятным, чем и марш, там, условно говоря, на Киев или вот туда, в Сувалский коридор. В Минск они могут взять спокойно. А вот до Киева, я думаю, что они не дойдут, потому что их перебьют до того. Вот так что, вот такая, на мой Но взгляд. я хочу к Крыму перейти. В общем, я должен был с этого по законам жанра начать, потому что это наиболее, м, наиболее, мне кажется, такая серьезная военная новость, позитивная, я имею в виду, яркая. Это атака на крымский так называемый мост. На самом деле это Керченский мост, мы называем крымским, его Путин назвал, как себе медаль повесил. Да? И вот этот мост, который угрохали огромное количество всего, эти опоры огромные, которые, ну вообще, если вот так честно разбираться, кто говорит, что вот, а почему весь мост не взорван там или все не рухнуло, но если бы кто-нибудь видел эти опоры и эти тройные защиты, и эти там расчет нагрузки там тройной и так далее, то то, что совершило, ну кто-то, ну наверное, все-таки это никто кроме нас не мог этого совершить, наверное, никто кроме Украины, то, что совершено, это очень большой успех, потому что подорвать, вывести из равновесия такую систему со всеми там погрешностями, допусками, напусками и прочими вещами защиты, и плюс там сосредоточено огромное количество войск охранять этот мост. Это спецоперация, если она была спецоперацией, ну, скорее всего, так и есть, просто мы не можем утверждать это прямо, потому что у нас нет источников, она, ну, по-своему гениальна. Тут вот последняя версия, которую я прочитал, ну, я, конечно, вашу хочу версию, но вот, чтобы для зрителей тоже сказать, значит, последняя версия была такая, что значит, использовали для отвлечения внимания охранных вот этих структур армейских или каких-то там,
значит, использовали управляемые дистанционно мотоциклы, даже фотографии, вот их видео там есть такие водные, по ним типа открыли огонь отважные защитники Керченской переправы этой мостовой, и, значит, в этот момент дроны настоящие с огромным, большим действительно количеством взрывчатки ударили по опорам и тем самым вот обрушили там полотно и сдвинули с места там вот это все на половине, по крайней мере, автомобильного полотна в одну сторону. И вообще, конечно, расстояние, которые должны были пройти эти, ну, вот, беспилотники, если мы признаем эту версию, что именно беспилотники украинские, но это больше 1000 километров, ну, 1000 точно, да, и незамеченными пройти и так далее. Какие у вас идеи насчет того, что это было, и насколько это, как бы, ну, опровергает их идею о том, русских, о том, что Крымский мост неуязвим, там вот они говорят, там, что это никаких шансов там нет у Украины, и вдруг, обогнув весь Крым оккупированный, выходит, и не один, насколько я понимаю, беспилотный дрон туда. Как это могло быть, Юрий? Так вот, как нужно спрашивать генерала Буданова, я так думаю, он мастер на такие штуки. Вот со мной он не советовался, я не знаю, как они. Ну, у вас, Важно другое. я его не Важно, что это знаю, но было просто сделано. да, я его не знаю, но просто я бы спросил, если бы мог. Но вот ваше, ну, конечно, наверное, таких атак вообще морскими дронами не было в истории, я правильно понимаю? Практически. Морских не было. Да. Нет, были попытки, опять же, Украины, и некоторые успешные, значит, атаковать Севастополь, ну, Севастопольскую бухту, порт, в том числе военные, там военно-морские сооружения. Это было нет. Но там что было сделано в Севастополе? Там просто поставили сетки на вход в бухту. И чисто физические заграждения, хотя тоже можно, наверное, пройти, если умеет. А здесь, конечно, это единственное, что можно сказать, мы не знаем, как технически это было сделано. Но понятно, что это было сделано вот этими беспилотными катерами. Возможно, что какие там было, может быть, не два, а больше. Возможно, что какие-то передовые, тот такой беспилотный катер, который шел впереди, он, значит, выпустил эти гидроциклы какие-то, которые, значит, начали там ездить и отвлекать внимание. Такое может быть. Но факт остается фактом. Мост взорван. Частично, значит, опоры там непонятно, повреждены, не повреждены, если повреждены, в какой степени. Но политически это, ну, во-первых, это технически, это очень большая победа, если говорить о военно-техническом. Потому что вся логика, все утверждения о том, что мост невозможно до него добраться, что он защищен как не знаю что, в общем, уже второй раз уже опровергается. Первый раз это был взрыв автомобиля, как я понимаю, но, во всяком случае, так все считают. Второй раз вот это. Третий раз вполне возможно, что это будет какая-то крылатая ракета или что-нибудь еще, которая ударит. Вопрос же в том, что нужно ударить прежде всего по железнодорожному мосту. Ну, вот, значит, до следующего раза, наверное. Ну, а Вся, какой военный резон вы видите в этой атаке? вот в данной, Да. ну, видите, в основном, что значит уничтожить или там ударить по мосту? Это значит первая и военная, в военном плане задача – это перерезать один из важнейших, а может быть важнейший логистический маршрут, по которому проходят военные коммуникации. То есть, грубо говоря, по этому мосту идут воинские эшелоны железнодорожные, которые снабжают российскую группировку в Запорожской, Херсонской областях, в Крыму и так далее. Значит, вот это значение. Но именно железнодорожные, потому что на грузовиках, грузовиками, да, что-то везут, вероятно, но везут по так называемому сухопутному маршруту. Это из
Мариуполя вот туда, в сторону, вдоль побережья Азовского моря, в сторону Крыма. Но грузовиками много не перевезешь. По крайней мере, это гораздо менее эффективное и менее знакомое для русских средство логистическое, ну, логистическое средство снабжения, Ну да. чем железнодорожные магистрали. И дорого, и гораздо дороже. И, значит, ну, если представить себе, а как вести тяжелую технику, танки, там бронетранспортеры их же перевозят в основном все-таки на железных дорогах, на платформах железнодорожных. Потом уже как-то могут развозить на таких больших трейлерах, перебросить там сотню танков на трейлерах. Я, честно говоря, не очень представляю себе, как это можно сделать. Значит, нужно иметь сотню таких тяжелейших, большегрузных машин. Ну, в общем, это, да, железная дорога – это главный канал снабжения русских войск. Если перерезать ударить по железнодорожному полотну, значит, снабжение будет существенно затруднено. А если перерезать два пути, значит, которые идут через значит, Донецкую область в Запорожскую, там вроде бы восстановлена железная дорога между Донецком и Волновахой, вот я так понимаю. До войны она не функционировала, естественно, Донецк оккупирован, Волноваха нет. Но потом вполне возможно, что русские ее восстановили. Значит, вот две ключевых железнодорожных ветки, магистрали, если хотите. Ну, перережьте одну, значит, будет в 2 раза меньше поставлять боеприпасов, танков и прочего. А вообще, вот как вы себе объясняете эти огромные очереди на Крым, как через мост, гражданских имею в виду, я сейчас не про армию террористов говорю, вот это давайте ехать в обход через оккупированные территории, они называют новой территорией России, и вот эти тысячи машин, может быть десятки тысяч машин, я уж не говорю про автобусы, я не говорю там, ну, про самолеты какие-то, то ли летают, не летают, я не знаю. Но, в общем, россияне просто рвутся. Понятно, что там не столько, сколько было там в прежние годы, да, до полномасштабного вторжения, но все равно рвутся отдыхать под обстрелы в том же Севастополе. Там в разных местах Крыма раздаются взрывы, и понятно, что это работа, чья это работа, да, все равно они, извините, прутся и погибают, там вот эта семейка погибла, точнее, два взрослых идиота с ребенком туда поехали. Вот что ими движет вообще? И вообще вредит ли вот эта пропаганда, на самом деле, давайте все в Крым, ничего не происходит, давайте отдыхать, или она вредит, где-то я даже такую версию слышал, что они ради идеологического вот этого Крым наша, они затрудняют, тем более сейчас, когда ограничен поток через мост, да, затрудняют логистику военную, но тем не менее для них важно, чтобы дорогие россияне ощущали, что ничего не происходит, что войны нет, что все под контролем у нашего любимого фюрера и так далее. Ну, загадочная русская душа, Мгм. наверное. А теперь, если говорить конкретно, что это такое? Это неспособность, это такое наивное доверие к тому, что говорят власти, раз, неспособность к самостоятельному мышлению, два, три, неспособность оценивать опасность, которая существует реально. Ну вот, можно еще что-нибудь там, значит, ну вот как минимум три вот этих момента в совокупности это можно назвать какой-то непоправимой, неискоренимой тупостью. Вот я другого объяснения не вижу. Ну, если нормальный человек решает что-то сделать, он взвешивает, значит, плюсы, минусы, опасность или там не опасность. Никто же не поедет отдыхать в Афганистан, да? Ну, кстати, Ну, там поспокойнее, мне кажется. Я бы вот им рекомендовал новые может быть, направления. да. Да. Может быть и так. Вот. Значит, а вот в Крым, все едут в Крым, и я поеду. Это стадное чувство. Ну по телевизору сказали, что все нормально будет. Ну, значит, поедем. Но это уже откровенная глупость доверять телевидению.
Знаете, Нормальный что человек последнее, что хотел обсудить телевидению с не вами? доверяет. Ну, понятно все. Тут, конечно, все понятно, просто мы в очередной раз удивляемся, но на самом деле тут даже и сказать нечего, и еще ноют, что там под обстрел попала машина с людьми, на оккупированной территории едете во время боевых действий, и вы серьезно кого-то еще обвиняете в этом? Ну, это даже комментировать не хочу, это тут очевидные вещи. Я вот вас хотел по зерновой сделке немножко попытать. Вот русские отказались продлевать свою часть договора. Потому что, ну, мало кто задумывается из там простых людей, которые не живут в информационном поле, но там есть два договора. Один это ООН, Туреччина, Турция, Украина, другой это ООН, Турция, Рейх, да? И вот они вышли из этого договора, потому что договора между Украиной и агрессором не существует. Вот. Они расторгли Значит, договор. Да. значит, разъясняю. Мгм. Есть три документа. Первый документ – это договор между, ну, документ подписанный, это не договор, это документ, подписанный между Россией, ООН и Турцией, Ну в да. котором говорится о том, что ООН будет содействовать России в решении тех вопросов, которые она поставила, а именно снятие санкций с определенных видов сельскохозяйственной продукции, там с финансовых учреждений, которые занимаются обслуживанием ну, продовольствия, экспорта и так далее. Значит, здесь ООН обязалась содействовать. Ну что ж, значит, не получается у ООН содействовать. Хорошо. Значит, есть два договора. Один договор ООН, Турция, Россия, другой договор это называется Черноморская инициатива, другой договор, как вы правильно сказали, это Украина, Турция и ООН. Значит, вот Турция и ООН выступают как бы связующими звеньями между Россией и Украиной. Теперь, выйти из этого договора, приостановить или не продлевать сделку Россия не может. Последний пункт договоров между Украиной, Турцией, ООН и Россией, Турцией, ООН, значит, выглядит следующим образом. Сделка продлевается, или это инициатива, она не называется там сделка, называется Черноморская инициатива, продлевается автоматически, если одна из сторон не объявляет о выходе из этого соглашения. О выходе. Россия не объявила о выходе, она объявила об остановке Мгм. своего участия. Грубо говоря, значит, мы из договора не выходим, но мы, значит, не будем выполнять Но вытекающие из него. и тут же обстреляли порты украинские. Вот, пожалуйста. Да, Одессу обстреляли тут же. Вот. Это первое. Второе. Значит, вопрос о том, выполняются или не выполняются те обещания, которые ООН дала России, выполняются. Да, были сняты те санкции, о которых Россия говорила. Но теперь захотелось большего. Теперь захотелось, чтобы Россельхозбанк был подключен к системе SWIFT и еще там к несколько других условий. Этого, вообще говоря, ни в каких документах не было. Это просто вот сказать, а теперь мы хотим вот этого. Ну, это шантаж, обычный шантаж, вооруженный шантаж. Да, ну хорошо, хотите. Э, До этого было обслуживано, значит, русский экспорт обслуживался американским банком JP Morgan. Русские сказали, мы не хотим, чтобы обслуживался американским, мы хотим, чтобы обслуживался нашим. Но, извините, хотеть вы можете все, что угодно. Но вы же подписывали соглашение. Это не вытекает из соглашения? Не вытекает. Ну, в общем, это типичная такая для России характерная вот эта манипуляция документами в расчете на то, что мало кто понимает, что в этих документах или знает, что Юрий, в у этих нас подходит к концу документах. наша и так большая, к счастью, программа, но вот чем это закончится, на ваш взгляд? Чем это может закончиться, ваши варианты? На мой взгляд, это закончится тем, что
Россия вернется к выполнению этого документа после того, как Путин поговорит с Эрдоганом. И когда Эрдоган убедит Путина, что ваши, Володя, требования, увы, мы их понимаем, но они невыполнимы. Мгм. Ну, примерно так. Ну, посмотрим, як воно буде. Спасибо вам не лише за ваш прогноз, взагалі за те, що ви слідкуєте за подіями війни і тверезо їх аналізуєте. З нами був Юрій Фьодоров, аналітик, військовий експерт з Праги. Дякую вам, пане Юрію, за те, що взяли участь, і дякую глядачам телеканалу АТR. Дивіться нас далі.